сыночек, ты ходишь в садик. Маленький Ахиллес участвует в акции, посвященной Всемирному дню распространения информации об аутизме. В свои 6 лет он уже одержал немало побед. Несмотря на аутистическое расстройство, мальчик легко пошел на контакт с нашей съемочной группой и совсем не стеснялся камеры. Как говорит мама Ахиллеса, аутизм не заболевание, и отношение к этому диагнозу часто бывает неправильным. Мы хотим вот в таком вот положительном, веселом ключе немножко показать и наших детей, что это те же самые детки, просто с небольшими особенностями, которые могут и должны быть включены в жизнь, в социум. Само собой ничего не дается. Это постоянная систематическая работа как специалистов, так и семьи. Аутизма бояться не стоит. Лучшее лекарство для детей – естественная среда. Общение со сверстниками и занятия с квалифицированными педагогами могут сотворить чудо. Ребенок выходит из своего замкнутого мира. И очки оденем, вот так вот, оба, и носик оденем. Вот тебя точно на этой фотографии тогда никто не узнает. Скажет, а что это за чужая тетя на фотографии? На базе Владикавказского детского сада номер 88 уже 2 года работают так называемые инклюзивные группы. Помимо обычных детей, там обучаются малыши с ограниченными возможностями здоровья. Всего их 56 человек. С ними работают учителя-дефектологи, психологи, логопед и руководитель физвоспитания. Большой прогресс можно наблюдать уже через год. Некоторых ребят перевели в общие группы. Это расстройство затрагивает каждую сферу жизни ребенка, поэтому в создании необходимых условий для ребят участвуют все. Наши специалисты уже сейчас при необходимости сопровождают ребенка в школу, в детский сад. Это касается всех детей-инвалидов, не только с расстройством аутистического спектра, потому что они выделяются в особую группу только по специфике их состояния. Чтобы иметь какую-то статистику, нужно иметь четкую методику, кто попадает под этот круг лиц. И вот сейчас такие методики, оценки, они очень отличаются. О проблемах аутизма поговорили и на круглом столе. Официально в республике зарегистрировано 35 детей, страдающих аутизмом. Это те, с кем медики и специалисты активно работают. На самом деле их может быть в разы больше. Выявлять расстройства на ранних стадиях в Северной Осетии еще не научились. Но продвижение в обеспечении социальной поддержки особенных детей, несомненно, есть. Сейчас все силы брошены на то, чтобы современное общество приняло аутистов. Тамила Хамицаева, Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.